Сотрудники Роспотребнадзора отмечают вековой юбилей со дня образования санитарно-эпидемиологической службы. Ее ветераны обеспечивали эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере. Это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Благодаря их труду и самоотверженности страна эффективно смогла противостоять распространению COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора, рискуя своим здоровьем, были на передовой. Они ежедневно проводили профилактические рейды и призывали жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без масок. Поначалу очень многие скептики уверенно заявляли, что коронавирус не больше, чем фейк, и искусственно раздутая инфекция и паника. Однако, когда люди начали заражаться и умирать, осознание происходящего все же пришло. Очень много было дебатов, в том числе в социальных сетях. И, безусловно, очень большое было внимание на то, чтобы преодолеть это противодействие, которое было в социальных сетях, в умах людей, для того, чтобы правильно выстроить противодействие, правильно выстроить систему профилактических мероприятий, безусловно, нужно понимание от населения. Потому что сами по себе специалисты ничего не могут сделать, если население будет сопротивляться так активно проведению этих мероприятий. И история развития этой эпидемии показала, что, в принципе, все меры, про которые мы говорили, все меры, которые предпринимались, были правильными. Первоначально мы не знали, что это за инфекция. Где-то в начале 2019 года группа специалистов Роспотребнадзора выехала в Китай специально для того, чтобы были штаммы вируса, для того, чтобы сделать лабораторную диагностику. Чтобы разработать тесты, обязательно нужен был нативный материал. Без общей поддержки и осознанности самих жителей справиться с новой чумой стало бы гораздо сложнее. Сотрудники Роспотребнадзора дежурили в аэропорту, проверяли общепиты, торговые точки, места массового скопления людей и останавливали общественный транспорт. Проверяли, все ли носят защитные маски. А почему маски не носите? У нас обстановка нестабильна, поэтому масочный режим нужно строго соблюдать. Болеющих очень много. По максимальной возможности, я понимаю, что кто-то не может, задыхается. Но это в общественном транспорте чалордал ездим. Благодаря работе этих сотрудников удалось в разы сократить очаг инфекции и выработать коллективный иммунитет. Сегодня болезнь фиксируют гораздо реже, но она не отступила, поэтому про меры предосторожности забывать не стоит. Отдельного внимания заслуживает и Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За эти 3 года они провели десятки тысяч исследований, выявляли наличие коронавируса у потенциальных зараженных. Первыми лабораториями, которые проводили исследования, были лаборатории ФБУЗов. И потом уже, когда на базе лабораторий ФБУЗов была налажена эта работа, потом уже подтянулись лаборатории медицинских организаций. Наши специалисты обучали у себя на базе лаборатории специалистов медицинских организаций. И какое-то время мы потом мониторировали, насколько правильно делают они анализы, перепроверяли именно в лабораториях ФБУЗа, перепроверяли те анализы, которые делают медицинские организации. Когда был получен достаточный уровень достоверности этих анализов, тогда уже напрямую начали делать эти лаборатории, проводить эти исследования. ФБУЗ, Центр гигиены и эпидемиологии Ингушетии представлен ПЦР, БАК и санитарно-гигиеническими лабораториями. Метод ПЦР, пожалуй, самый быстрый и результативный для выявления коронавируса. Главное его достоинство, говорят специалисты, высокая чувствительность. Он позволяет обнаружить даже единичные копии вирусов. Он давно применяется для выявления многих вирусных заболеваний. Если есть какое-то сомнение по показаниям, проба переставляется. Если же лаборант берет на раскапывание большое количество проб, естественно, временной промежуток увеличивается. Практически поступающий анализ на 2-й день, результат у нас выходит готовый, получаем. А, естественно, приоритетные у нас на исследование это люди, которые находятся у нас в лечебном учреждении, это реанимационные, либо тем или иным находятся госпитализированные люди. Они идут всегда вне очереди, потому что тут это дифференцируется и передается в первую работу. Также сотрудники Роспотребнадзора проводят и свои плановые проверки. Они всегда отстаивают интересы потребителей и стоят на страже здоровья даже самых маленьких жителей. Специалисты часто проводят проверки в детских садах. Первое идет перспективное меню. По нему идет меню ежедневное. Затем идет меню раскладка. Но первое мне нужно перспективное, где расписаны белки, жиры, углеводы и калорийность. Вот что мне нужно. Это у нас, вы же видели? Это меню раскладка была.
Всего же в управлении Роспотребнадзора по региону работают 60 человек. В Центре гигиены и эпидемиологии 75. Зара Гитагазова пришла на службу 25 лет назад и с того дня ни разу не пожалела о сделанном выборе. Она поздравляет коллег с этим важным юбилеем. Безусловно, очень хочется поздравить всех коллег, в том числе и ветеранов, которые сегодня уже не работают, они находятся на пенсии, но мы их пригласим обязательно, у нас будут торжественные мероприятия, мы планируем, и на эту торжественную коллегию мы обязательно пригласим и наших ветеранов. Прежде всего хочется пожелать здоровья не только сотрудникам Госсанэпидслужбы, но и всем нашим гражданам. Здоровья, удачи во всех делах, особенно детям здоровья, достижения всех тех каких-то моментов, которые каждому человеку хотелось бы достигнуть в своей жизни. Санитарно-эпидемиологическая служба была создана в 1922 году и сразу же стала самой важной частью системы здравоохранения страны. Предпосылкой для ее формирования послужила чрезвычайная ситуация, сложившаяся в 20-х годах во всех российских регионах. Нужно сказать, что санитарная служба России, она, как и все остальные службы, министерства, ведомства, вообще система, структура власти, она претерпела большие изменения за этот период, за 100 лет. Это богатая история, которая богата прежде всего. То, что касается именно санитарной службы, мы были реорганизованы. Если до этого у нас были региональные центры Госсанэпиднадзора, был комитет Госсанэпиднадзора, который подчинялся правительству Российской Федерации, то в 2004 году в результате вот этих изменений служба была разделена. Была создана новая служба Роспотребнадзор, это Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека, в составе которой на сегодняшний день находятся совершенно различные по своим функциям и полномочиям организации и учреждения. Санитарно-эпидемиологическая служба в Ингушетии самая молодая. Она была создана в 1992 году. На базе 3 районных санитарно-эпидемиологических станций, которые входили в Чечено-Ингушскую санитарную службу. После распада Чечено-Ингушетии практически 2 года они находились в подвешенном состоянии, но тем не менее люди сумели сохранить и структуру, и здания наши. Вот те здания, которые тогда были, они по сегодняшний день стоят. Их расширили, ремонты сделали, оснастились. Роспотребнадзор по Ингушетии проводит системную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Одно из направлений деятельности службы – профилактика, направленная на охрану жизни и здоровья граждан. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.